Чинчао, Уланет! Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые! Сегодня вторник, и у нас новая встреча в нашем этнографическом уголке. Сегодня вашему вниманию будут представлены несколько любопытных экземпляров, несколько любопытных вещей из нашего старинного сундука. Вот первая вещь. Это, конечно, не музейный экспонат, шит современным мастером, но по старинному образцу. На вопрос, что это такое, наши юные посетители, дети, обычно выдвигают разные варианты, разные версии. Кто-то говорит, что это корсет, женский, тут на пуговицах. Кто-то говорит, что это муфточка. Есть такой вариант, как юбочка для девочки. На самом деле это женский головной убор. Вот о женских головных уборах сегодня с вами и поговорим. Почему только о женских? Мужских головных уборов, традиционных, к нарядной праздничной одежде, как таковых не было. Мужчины в конце 19-го, в начале 20 века стали носить картузы. Картузы, как мы понимаем, это уже не коми-народный головной убор. Женский головной убор также разнообразен, как и женский народный костюм. Прежде всего, есть различия возрастные. Молодые девушки в повседневной жизни заплетали одну косу, и этого было достаточно. Им не обязательно было покрывать голову каким-нибудь головным убором. Что же касается праздничного головного убора, самым распространенным, самым популярным головным убором молодой девушки была налобная лента или повязка, которая представляла из себя парчевую полоску, нашитую на более твердую основу тканевую, шерстяную, холщовую или же шелковую, завязками сзади. И на затылке также еще украшался этот головной убор разноцветными лентами. Такой образец налобной повязки можно увидеть на этой фотографии. Это музейный образец. На юге Коми девушки носили головидич. Это такой берестяной обруч, обтянутый красной тканью и обшитый бисером, сзади украшенный цветными лентами. Сегодня многие называют вот современное такое украшение головное, которым пользуются как мужчины, так и женщины, называют, на мой взгляд, ошибочно головидичем. Мы знаем, что головидич – это чисто девичий головной убор, так что этот ободок, сплетенный из бересты, можно назвать ничем другим, как современным украшением. А настоящий образец головидича можно увидеть на следующей фотографии. Еще один вид девичьей головной повязки представлен вот на нашем экспонате. Это кукла в традиционном ижемском наряде ижемской девушки. Обычно ижемки закручивали платок в рулончик или повязку и обвязывали вокруг головы. Волосы на затылке не закрывались, и коса также была свободная. После замужества женщина уже не могла появляться вне дома простоволосой.
Она сплетала 2 косы и прятала свои волосы под платком или под каким-либо другим головным убором. Так вот, этот любопытный экземпляр как раз свадебный головной убор ударских коми. А как он выглядит на голове, опять же, можно увидеть на фотографии. Вычегодские и сысольские коми-женщины носили сборники, а прилузские женщины – сороки. У ишемских коми-женщин головной убор называется баба-юр, что в переводе означает «женская голова». Вот наш экспонат, кукла в женском ижемском наряде, соответствующем головному уборе. Баба-юр – это целый комплекс элементов. Женщина заплетала 2 косы и прятала волосы вот под таким чепчиком, который называется волосник или повойник. В повседневной жизни этого было достаточно. Поверх волосника женщина надевала платок, а вот праздничный головной убор предполагал надевание еще другого повойника, или, как в Ижме называют, кокошника, сшитого из более плотной ткани. Вот примерно это старинный образец у нас имеется. Если, например, у женщины было недостаточно волос, чтобы сформировать налобную часть баба-юра, она в этот повойник закладывала такую кишку тряпичную. Вот, посмотрите, да, такая тряпичная кишка. И только после этого завязывался шелковый платок. Ну, как в народе говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте посмотрим.